Дело о доведении до самоубийства 25-летней девушки начали рассматривать в авиастроительном суде Казани. На скамье подсудимых 27-летний Виталий Прохоров, бывший молодой человек погибший. По версии следствия, он на 10-м этаже в квартире дома на улице Лукина незаконно удерживал девушку, требуя у нее деньги и изводя морально. Выйти через дверь она не могла. Ее нашли под окнами. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Сам подсудимый вины своей не признает. О каких деньгах шла речь и что обвиняемый рассказал в зале суда, знает Нафиса Минязова. Подсудимый 27-летний Виталий Прохоров был явно не рад журналистам. Адвокат заранее подготовил своего подзащитного по четко сформулированной фразе. Он отвечал на все вопросы. Вину признаете или нет? Я без комментариев. Но вы сочувствуете тому, что произошло? Я без комментариев. Пожалуйста, все через адвоката. Мужчине предъявлено обвинение сразу по 2 статьям: доведение до самоубийства и незаконное лишение свободы, повлекшее за собой смерть человека. Все это происходило в сентябре на улице Лукина. Трагедия произошла в этом доме, в одной из квартир на 10-м этаже, где и проживает подсудимый, подрабатывающий тамадой. По версии следствия, в сентябре он приревновал свою возлюбленную, закрыл ее в квартире и стал ей угрожать, унижать, а также требовать деньги за подарки, которые он ей ранее дарил. В какой-то момент у девушки не выдержали нервы, она подошла к окну, села на подоконник, после чего и произошло непоправимое. Следствие доказало, что незадолго до трагедии девушка пыталась найти поддержку у матери подсудимого, но она не отреагировала. Я отправляла 20.07.19 года сообщение через менеджер Telegram матери Прохоровой МТ, прося ее помощи, что подтверждается детализацию входящих логов. Телефон после этого подсудимый у нее отобрал. Потерпевшим по делу признаны родители погибшей. Они живут в Башкирии. Выслушав сегодня обвинительное заключение, сторона защиты не согласилась с мнением прокурора и просила вернуть дело на доследование. По статье 110 Уголовного кодекса Российской Федерации описание времени, места. Но суд решил, что возвращать дело следователям смысла нет, и вину подсудимого будут доказывать во время судебных слушаний. Гособвинитель просил продлить меру пресечения в виде домашнего ареста, так как она уже завтра истекает. Подсудимый был против. Никаких оснований нет того, что я виновен, с учетом того, что действительно никаких доказательств нет. Соседи не слышали ничего. Они узнали об этом вообще, когда полиция проходила, допрашивала их об этом. В доме порядок вещей был не нарушен. Однако суд решил, что под домашним арестом ему еще сидеть до 5 марта. Нафиса Минязова, Адельмин Дубаев, вызов 112.